Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе в рамках соглашения о сотрудничестве инвалиды войны из Приднестровья приобрели протезы в Абхазии. У столичной милиции новый руководитель. Сухумское городское собрание утвердило в этой должности ЗОС Мугицба. Еще раз о возможностях трудоустройства. Встреча в центре имени Даура Зантария. Сегодня президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения. Возглавляя страну в очень сложных и трудных условиях, где еще много нерешенных проблем, вы прикладываете все силы и знания для улучшения жизни каждого гражданина своей республики. Убежден, что при поддержке народа Южной Осетии вы успешно справитесь с теми задачами, которые стоят перед вами, отмечается в частности в поздравлении президента. Рауль Хаджимба выразил уверенность, что существующие братские взаимоотношения между нашими республиками будут и в дальнейшем укрепляться и динамично развиваться. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщают РИА Новости. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соглашение было подписано между Абхазией и Россией 22 июня 2017 года. В соответствии с документом Российская Федерация на основании сведений, предоставляемых Абхазией, предусматривает и направляет в республику средства финансовой помощи и ведет проверку реализации Абхазии задач по обеспечению лекарствами отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике Абхазия. Ратифицированное соглашение направлено на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии, имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам. Уже несколько дней, как в Абхазии, находятся инвалиды войны из Приднестровья. Сегодня в фонде инвалидов Абхазии состоялась их встреча с представителями Ассоциации инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. О том, с какой целью приднестровцы приехали в нашу республику, расскажет Ирина Аршпа. Еще в октябре 2011 года между Государственным внебюджетным фондом инвалидов Абхазии и региональной общественной организацией защитников Приднестровья было подписано соглашение о дружбе и взаимопомощи. В рамках этого соглашения началось сотрудничество. В частности, инвалидам первой и второй групп Николаю Кушниру и Александру Полякову в Центре протезирования в Гагре сделали протезы. После встречи с президентом, нашим президентом Приднестровской Молдавской Республики, он понял нас и поднял вопрос при встрече с руководством Абхазии о продолжении протезирования инвалидов, потому что после первого протезирования это дело немножко затихло. Ну, благодаря вице-президенту и здесь сидящему Гарри Сергеевичу, который помогает в этом деле, это дело было возобновлено. И мы думаем, что будет и продолжаться. В числе добровольцев, воевавших в Абхазии во время Отечественной войны, были и приднестровцы. Роман Рудковский – один из тех, кто погиб за свободу и независимость нашей страны. Перед поездкой сюда я был у отца Ромы Рудковского. Я сказал, что буду здесь. Он знает, что каждый раз, приезжая сюда, мы посещаем могилу. Мы были и в этот раз. И по приезду домой обязательно зайду. И в очередной раз от абхазского народа поблагодарю его за подвиг его сына, за то, что он сделал, отдал свою жизнь во благо абхазского народа, чтобы сегодня вы жили мирно, могли думать, и дети обучаться на том родном языке, на котором вы желаете. Приднестровская республика сейчас находится в жесткой блокаде. Несмотря на это, государство поддерживает экономические связи с 70 странами. В республике активно развивается промышленность, сельское хозяйство, а также санаторное лечение. Большой популярностью пользуются так называемые радоновые ванны. Очень шикарный санаторий, куда приезжает много иностранных туристов лечить радоновые ванны и так далее. И думаю, что мы выйдем на какое-то соглашение, и периодически, каждый год, какое-то количество инвалидов войны, которые будут проходить лечение, будут иметь возможность проходить лечение и в Приднестровье. Как наши приднестровские инвалиды, которые будут приезжать сюда, будут проходить протезирование.
Этот вопрос мы не снимаем с повестки дня. На встрече обсуждались и вопросы социального обеспечения инвалидов. Например, в Приднестровье инвалидам первой группы с нарушением функции опорно-двигательной системы государство выделяет автотранспорт каждые 8-10 лет. Правда, и инвалидов в ПМР не так много, всего 168 человек. В Абхазии же инвалидов войны более 2500. Еще одно отличие. В Приднестровье всего одна ветеранская организация, которая объединяет всех участников и инвалидов войны. А это значительно упрощает возможности решения социальных и иных проблем ветеранов. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. На 72-м году жизни скончался ветеран воздушно-десантных войск и спецназа, бывший начальник разведки воздушно-десантных войск, кавалер ордена Леона Павел Поповских. Друзья и боевые товарищи Павла Поповских скорбят от невосполнимой потери ветерана ВТВ. Вся моя жизнь прошла в разведке. И поэтому это моя тема, та, которую я знаю, та, которой мы занимались всю жизнь. Легендарный боевой офицер, человек высокой чести и непревзойденной доблести, большой друг Абхазии. Именно так вспоминают абхазские друзья Павла Поповских. С начала Отечественной войны народа Абхазии Павел Поповских принимал участие в борьбе за свободу нашей республики. Он был начальником разведки 345-го десантно-штурмового полка, дислоцировавшийся в Гудауте. Десантники во главе с Павлом Поповских всегда с точностью выполняли поставленные задачи по уничтожению сил противника. Павел Яковлевич был, как командир, где нужно, как командир, где нужно, как брат. И у него больше душа болела за абхазов, за Абхазию. И к тому же создавал такое впечатление, уважать, любить, ценить. Умел это на самом деле преподносить. То есть таков он был человек. После окончания войны Павел Поповских часто приезжал в Абхазию, ставшей ему уже второй родиной. Здесь он получил абхазское гражданство и купил небольшой дом в Сухуми, где всегда радушно принимал гостей. Во время известных событий 2008 года в Абхазии и Южной Осетии Павел Поповских вновь пришел на помощь к абхазскому народу. Этот человек не то что как председатель Союз десантников России, он был большим другом Абхазии. За проявленную храбрость и мужество при защите Абхазии Павел Поповских награжден орденом Леона. Именно с его помощью в 2008 году был создан Союз десантников Абхазии, а уже через 2 года представительство Союза десантников России в Абхазии. Павел Поповских всю свою жизнь посвятил службе и никогда не отступал от офицерских принципов. При любых обстоятельствах он всегда оставался человеком. Он всегда был такой теплый, добрый. Он в Абхазию, когда сюда, он говорит, я домой приезжаю. Он когда сюда приезжал, просто он был для всех. Надо было ему всех увидеть, надо было со всеми поговорить, надо было просто расслабиться ему. Вот такой был. У него 2 родины были. Это один из, просто не знаю, мы потеряли хорошего друга и командира. Всегда был простой, вежливый. Со всеми он привел десантникам любовь к Абхазии. Мы потеряли большого друга и патриота Абхазии. Светлая память об офицере воздушно-десантных войск Павле Поповских навсегда останется в сердцах тех, кто когда-либо был знаком с ним. Аля Катрапш, Беслан Чхинджерия, Абхазское телевидение. Зос Магиц был утвержден начальником столичного УВД. Его кандидатуру единогласно тайным голосованием утвердили сегодня депутаты Сухумского городского собрания. Об этом и других решениях городских депутатов подробнее расскажет Саресмар. Заседание депутатов Сухумского городского собрания началось с представления кандидатуры Зосмы Гицба на должность начальника столичного УВД. Зосма Гицба работает в управлении внутренних дел с 2001 года. В свое время занимал должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии. С сентября 2017 года исполнял обязанности начальника УВД по городу Сухум. Зосма Гицба проинформировал депутатов о работе управления внутренних дел по городу Сухум. Он отметил, что личный состав УВД был переведен на усиленный режим работы. За 5 месяцев зарегистрировано 113 преступлений, из них раскрыто 80. По остальным делам ведется расследование. Существуют также и проблемы, основная из которых отсутствие квалифицированных кадров. Стараемся все возможное сделать, и чтобы был порядок в городе. У нас практически отсутствует служба ППС, потому что недокомплект уголовный розыск. 42 человека, из них
из них работает 28 человек. Это по городу Сухум, это включая первый отдел, АГУ, рынок, все это нам подчиняется. Вот ППС 44 человека, из них практически вот 10 человек. Опорный пункт «Маяк» у нас, вот, допустим, да, вот по штату 8 человек, ни одного человека у нас нет. Нету кандидатуры и нету людей. После того, как депутаты ознакомились с биографией кандидата и лично пообщались с ним, состоялось тайное голосование. Депутаты единогласно утвердили кандидатуру Зосмы Гицба на должность начальника УВД по городу Сухум. В свою очередь Зосма Гицба заверил, что ведомство сделает все возможное, чтобы граждане чувствовали себя спокойно и в столице был порядок. Председатель собрания Константин Пилия обещал оказывать необходимую поддержку столичному УВД. Затем депутаты проголосовали за проект по посадке цветов на территории города, который будет осуществлен в течение 10 дней. Давайте сделаем так, вынесем решением собрания, посмотрим, какая будет реакция, насколько это будет иметь силу. Поручить, например, как начальнику коммунальной службы и подведомственному предприятию, такому как «Зеленое хозяйство», в 10-дневный срок представить городскому собранию схемы и нужные саженцы. Проведем общегородскую акцию, обратимся к своим избирателям. Саженцы сами приобретем, нам просто надо указать место, где его посадить. Далее депутаты обсудили вопрос о присвоении имени Тото Аджапо Сухумской школе искусств. Но решение не было принято в связи с тем, что голосов оказалось недостаточно. Сария Смыр, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. В Сухуме в центре имени Даура Зантаря прошел круглый стол на тему расширенной возможности образования и трудоустройства для многонациональной молодежи Абхазии. Представители общественных организаций, духовенства, руководители различных образовательных учреждений страны, члены общественной палаты, писатели, художники обсудили причины существующего дефицита специалистов среднего звена и возможности средних специальных учебных заведений Абхазии. В современном мире наличие диплома о высшем образовании стало уже чем-то само собой разумеющимся. Даже если тот самый зачастую выстраданный диплом впоследствии долгие годы будет пылиться в шкафу за ненадобностью. Почему же выстраданный? Да потому что нередки случаи, когда решение поступить в вуз было принято не самим молодым человеком, а его родителями, которые смогут потом с гордостью заявить о том, что у их ребенка есть не абы какое, а таки высшее образование. И теперь дело за малым. Найти ему под стать теплый кабинет. Именно об этом говорили за круглым столом в центре имени Даура Зантаря. Но статистика по данной теме живо отрезвляет. Она свидетельствует, большая часть выпускников вузов не работает по специальности. Конечно же, немалую роль в этом играет и дефицит рабочих мест в республике. Таким образом, массовая погоня за дипломом высшего образца привела к катастрофической нехватке специалистов так называемого среднего звена, то есть сантехников, электриков, поваров и других профессий. Этот фактор, безусловно, отражается и на экономике страны. Экономику без среднего технического звена, профессионального, мы никогда не поднимем. Это очевидная вещь. Но сегодня существуют такие проблемы. Какие? Все это связано с военной разрухой послевоенной. Это понятно. Вся наша промышленность, наше производство, наши фабрики, заводы, они не были такими уж крупными, но они были производственные линии, и новые были, и иностранного производства были. Они почти все, как мы знаем, после войны оказались или распроданными, или разрушенными. Все училища тоже были не то что разрушены, их просто обокрали. Там ничего не было внутри, ни мебели в большинстве случаев, ни учебных этих книг, ни оборудования. Участники встречи отмечали, что бумажка для людей давно стала важнее действительно ценных знаний, самообразования, труда. Получают выпускники такие дипломы ради галочки и престижа, тогда как в стране необходимы реальные технические кадры. Потому год назад общественная организация «Амилат Трисурсква» взялась за создание проекта «Расширенные возможности образования и трудоустройства для многонациональной молодежи». Целый год организация вела интенсивную работу по пропаганде средних специальных учебных заведений, коих в нашей стране более десятка. Это Сухумский медицинский колледж, Сухумский госколледж, Абхазский многоотраслевой колледж, Государственное училище культуры и другие. В начале программы, когда мы начинали, мы издали справочник
создали сайт, справочники на русском и на абхазском языке, сайт наш тоже на русском и на абхазском языке. Я думаю, что мы проделали очень большую работу. Мы объездили все школы Абхазии. У нас 12 средних специальных учебных заведений по Абхазии. Мы работаем с ними, сотрудничаем, отбираем детей, посылаем учиться. На встрече также обсуждался вопрос о состоянии специальных учебных заведений, которые оставляют желать лучшего. В них отсутствует техническое оснащение, а в некоторых необходимо провести капитальный ремонт. Участники круглого стола подчеркивали, что государство должно поощрять достойные зарплаты высококвалифицированных работников технических специальностей, что приведет к поднятию их престижа, а следовательно и востребованности. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 4-9, днем 10-15 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.